Шумбрата да кельгама ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Школа мордовских языков открыта для всех ребят, стремящихся познавать новые и изучать языки. Я Лиза и мой любознательный помощник Куйгарыш приветствуем вас на уроке макшанского языка. Шумбрат Лиза, шумбрата да ялгат. Ребята, надеюсь, вы готовы к новым открытиям в области слова. И сегодня на уроке вы раскроете еще одну из тайн макшанского языка. Куйгарыш, подскажешь ребятам, какой теме посвящен наш сегодняшний урок? Ребята, сегодня мы продолжаем говорить о лексике макшанского языка и познакомим вас с диалектными словами. И тема нашего занятия будет звучать так: диалектная валхня, диалектные слова. Ребята, конечно же, вы знаете, что основу лексики любого языка, в том числе и макшанского, составляют общеупотребительные слова, известные всем. Например, в макшанском языке к ним относятся слова «ведь» – вода, «мода» – земля, «шуфта» – дерево, «нармань» – птица и другие. Помимо них употребляются местные или диалектные слова, понятные жителям определенной территории. А речь жителей той или иной местности называют диалектом или говором. По-макшански диалект – кортакс. Друзья, в макшанском языке диалектные слова, использованные в художественных произведениях, называют диалектизмами, по-макшански диалектизмат. Куйгарыш, как ты думаешь, почему так происходит? Почему в какой-то местности могут называть известные всем предметы как-то иначе? Друзья, дело в том, что на разных территориях язык развивался по-разному. Поэтому у каждого региона есть особые слова, которые отличаются от макшанского литературного языка. Спасибо, Куйгарыш. Ребята, диалектизмы бывают разных видов. Например, некоторые диалектные слова отличаются от общеупотребительных только особенностями произношения. Например, в литературном языке есть слово «пейль» – «нож». В некоторых диалектах макшанского языка произносится как «пиель». В литературном «тядя» – «мама», в диалектах «тяря». В литературном «нюрямс» – «качаться», в диалектах «урямс». Иногда знакомые нам слова в диалектах имеют совсем другие значения. Например, в разных говорах встречаются такие диалектизмы. Арамс в литературном языке имеет значение «стать», «становиться». В некоторых говорах употребляется в значении «сглазить». Еще один пример. Лажной в литературном языке грустный, печальный, в говорах означает водопад. Часто знакомые нам предметы могут обозначаться другими словами, которые звучат незнакомо. Например, в говорах «бохарям» в литературном языке «матв» – «погреб», в говорах «моркш» в литературном языке «шира» – «стол», в говорах «конок» в литературном языке «инжи» – «гость», в говорах «гош» в литературном языке «теберь» – «хороший», в говорах «телок» в литературном языке «кальдев» – «плохой». Ребята, часто писатели и поэты используют диалектизмы в своих произведениях для придания речи героев индивидуальной окраски, чтобы вызвать более яркие представления у читающего о месте, где происходят события. Например, «Мороздь эзда, ловить подмос кяшенди шумбас». От мороза зайцы прячутся в снег. «Сон нолязи тетьмак твало мне ветти». Он тихонько опустил ребенка в воду.
Друзья, давайте посмотрим на слайд и вместе найдем диалектные слова. Нумал – шумбас, заяц, ить – тетьма, ребенок, саварне – валомне, тихонько. Ребята, я думаю, что все справились с заданием. Вам знакомы литературные общеупотребительные слова «нумал», «ить», «саварня». Значит, соответствующие им слова являются диалектизмами. Шумбас, тетьмак, валомня. Молодцы! Ребята, как вы уже поняли из примеров, лексический состав макшанского языка может обогащаться за счет диалектных слов, которые становятся общеупотребительными. Друзья, не стоит торопиться совсем вычеркивать из речи диалектизмы. Их знание обогатит наш словарный запас, поэтому необходимо сохранить их как часть языковой культуры. Ребята, как быстро пролетело время! К сожалению, наш урок уже подошел к концу. Сегодня в нашем увлекательном путешествии по стране макшанских слов мы выяснили, что лексический состав языка часто обогащается за счет диалектных слов. Они необходимы для создания местного колорита, передачи особенностей речи героев, создания речевой экспрессии. Надеемся, что наш урок вам понравился и вам было интересно и познавательно. Мы будем рады, если вы продолжите путешествие в мир макшанских слов вместе со школой мордовских языков. До скорых встреч, друзья! Вася Димазан, Кельгама Ялгат, Улида Шумбрат.